всего города вместе с радио «Эхо Москвы». Персонально ваш. Здравствуйте. В прямом эфире радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе. У микрофона Руслан Валиев. И в эфире программа «Персонально ваш». Сегодня в гостях нашего эфира политолог, доктор философских наук Дмитрий Михаличенко. Добрый день, Дмитрий. Да, здравствуйте, Руслан. Привет, Уфа. Прямая трансляция в Ютубе у нас запущена. Можете общаться, можете присылать вопросы гостю, а также использовать каналы связи в виде СМС, WhatsApp и Телеграма по номеру +7 927 304 10 51. Так уж получилось, что мы с вами последний год всякий раз упоминали события на Куштау, и вот буквально в эти дни отмечается, можно сказать, годовщина этих событий. Много, в принципе, уже написано теми, кто участвовал в этих событиях, и ваш пост тоже мы публиковали на Эхе. Ну, давайте как-то проартикулируем, что ли, словами. Что можно выделить спустя год после этих событий? Что самое главное в этом? Ну, спустя год можно сказать, что, к сожалению, это не единичный случай. Такие события в регионах могут повторяться. Сейчас, например, в Волгоградской области типологически схожий кейс, когда нужно строить властям развязку, и, соответственно, они хотят вырубать тысячи деревьев, а люди разбивают палаточный лагерь, их также громят. Вот. И с учетом того, что экологические стандарты низкие, и промышленники, в общем-то, не готовы нести социальную ответственность за экологию, а общественный контроль, он ослаблен, такие ситуации будут повторяться, к сожалению, в масштабах разных частях страны. Только за последние годы мы можем выделить такие кейсы, как Норильский разлив, да? Потом отравление флоры морской и фауны на Камчатке, якутские пожары. Вот. Медийная повестка освещается очень просто. В Якутии горят пожары, значит, виноват губернатор. А что может сделать губернатор, значит, когда там, допустим, в данном случае глава республики Айсен Николаев, когда, в общем-то, лесников сократили всех, площадь, территория огромная, сгорело там очень много миллионов гектаров и так далее. И министр чрезвычайной ситуации Зиничев говорит, что такие ситуации будут, к сожалению, повторяться. Ну, фактически дает понять. Так же, как и ответственные за демографию в стране люди говорят, что демография будет ухудшаться. Что касается конкретно Куштау, то, в общем-то, здесь этот кейс показал, что в отличие от многих проблем, наше общество, вот оно атомизировано, каждый сам за себя. В отличие от многих проблем, экологическую часть люди понимают как касающуюся всех. И, в общем-то, потенциал объединения на основе этой темы, он достаточно высок. Потому что все понимают, что вот у нас экология плохая, значит, выбросы, нужно жаловаться. Или там, допустим, хотят уничтожить Куштау, к сожалению, да, там хотели, вот, нужно выступать против. И я думаю, для властей главный урок – это нужно взаимодействовать, заниматься профилактикой и слышать общество. А в отношении Куштау это получилось сделать, буквально вот на флажке. И породило инерцию в виде недовольства башкирских активистов, которые постоянно муссируют эту тему. Но в целом, конечно, я заканчиваю уже, можно сказать, что я очень рад, что это событие произошло, что Куштау удалось отстоять. Это одно из немногих событий в региональной российской политике, которое завершилось с позитивным эффектом. Таких мало, к сожалению. Угу. Вы знаете, вот на фоне годовщины, помимо вот этих вот радужных оценок, возникли вопросы, кстати говоря. Я лично вот с ними абсолютно согласен. Вроде бы, на первый взгляд, выигрыши все, там, кроме акционеров, да, и республиканская власть, и федеральная вроде как, и защитники отстояли гору. А как же ответственность, в том числе, может быть, уголовная, по поводу предыдущих лет, скажем так, да? Ведь судами установлено, что акции были в собственности у акционеров незаконно, значит, незаконное обогащение и прочее, прочее. На эту часть вопроса, в общем, все закрыли глаза. Ну, как все, имею в виду официальные власти. Вот стоит ли этот вопрос поднимать? Это, во-первых. Во-вторых, есть ли шанс у этого вопроса быть решенным? Смотрите, я думаю, что стоит, шанс есть, но небольшой. То есть ситуация такая, что, в общем-то, внутри элитной ссоры из избы система выносить не хочет. И поэтому решили таким образом, в общем-то, по понятиям, так скажем, да, собственники достаточно жадные, которые там швейцарско-французские, они лишились значительной части своих активов. Вот. А вопрос этой незаконной приватизации и так далее, то есть они, конечно же, могут быть актуализированы, но только если
власти этого захотят. Сейчас власти предпочли, в общем-то, не муссировать эту тему дальше. Посмотрим, как будет общество реагировать, но общество, к сожалению, достаточно терпимо относится к вот фактам коррупции, я обобщенно говорю, не применительно в этом контексте, и, соответственно, это вот порождает вот такие вот структурные проблемы. Правильно ли я понимаю, что это все-таки прерогатива федеральной, а не региональной власти, захотеть продолжить это расследование или не захотеть? Ну, во многом, да. Конечно, инициировать может и общество, если очень настойчиво будет пытаться, и региональная власть, которая обладает гораздо большей субъектностью, чем общество. Но в целом, конечно, решается все в центре. И вот эта ситуация, когда центр все решает, все экологические проблемы, экономические и так далее, вот она чревата такими вещами, как вот якутские пожары. Просто я не случайно второй раз про это говорю. По опросам общественного мнения, тема вот этих пожаров, природных катаклизмов, она даже перебила коронавирус в 2 раза. Вот, то есть в качестве главного события, ну вот ФОМ даже, это официальная провластная достаточно такая структура, да, она отмечает, что это главное событие недели. Вот. А когда, конечно, все в центре, то проблемы, в том числе экологические, замечаются очень сложно. Я думаю, на самом деле, при том, что Хабиров брал такую риторику достаточно жесткую, шиханы должны быть разработаны и так далее, он все прекрасно понимал. Он понимал, что это решение непопулярно. И когда предоставился момент, он, в общем-то, тоже свою часть работы провел для того, чтобы узаконить это решение и чтобы гора не разрабатывалась. Я не занимаюсь его апологетикой, я просто хочу сказать, что любой, кто будет возглавлять республику и местный, он будет понимать, что это нецелесообразно. Хамитов просто более жестко, а Хабиров более, скажем так, технично, внутриаппаратно это решил вопрос. Угу. Я был одним из тех, скажем, романтично настроенных персонажей, который, например, вот 16 числа в прошлом году, возвращаясь с Куштау, даже ролик, по-моему, выложил, что смотрите-ка, какое счастье, у нас гражданское общество проснулось, тысячи людей объединились общей идеей, и теперь они свернут горы, да, там в развитии гражданского общества. Но, в общем, этого не произошло. Спустя год, можно сказать, несколько десятков там человек буквально приехали, собрались отметить это событие. Люди не объединяются на фоне выборов, которые у нас сейчас проходят. Едва-едва один кандидат собрал подписи, и то собрал, в общем-то, в одной части Республики Зауралье. Вот по поводу вот этого эффекта. Правильно ли я понимаю, что по большому счету он сдулся, этот эффект? Вот мы продолжаем его обсуждать в сфере там, журналистов и политологов, а по большому счету общество об этом уже забыло, и положительный эффект нивелирован. Ну, я считаю, что у меня другой тезис. Общество показало свой хребет. Гражданское общество у нас больно, где-то деградирует, но оно не сломлено. Показало свой хребет и не дала сломать этот хребет. Постоянно это делать, такие подвиги, невозможно. И тут вот мы, когда говорим о факторах социального недовольства, оно высоко. Но если берем, вот, допустим, советские республики, даже не советские республики, а страны соцлагеря, то, в общем-то, рейтинг доверия советским властям, там, администрации, начиная, условно говоря, там, от Польши, Венгрии, Болгарии, ну и сюда же Прибалтику, по сути, можно включить, хотя они в состав России, Советского Союза входили, он был невысок, максимум 50%, в общем-то, начинался от 10 и 15, то есть и в разных периодах был такой. И власти, вот авторитарные власти, они умеют существовать вот в рамках такого вот формата. Соответственно, я к чему это все веду? Что, в общем-то, на гражданское общество идет систематическое давление. А если оно идет, и в условиях, когда люди, в общем-то, думают о хлебе насущном, и когда, в общем-то, они занимаются своей частной жизнью, им очень трудно мобилизоваться вот на такие вещи. Но в целом в память это, так скажем, вошло и общественную, и при какой-то, там, скажем, там экстра ситуации это снова может быть актуализировано. Поэтому я бы не стал говорить о том, что этот эффект прошел полностью. Но как драйвер, конечно, для более сложных процессов это послужить не может. И тут вот важна, опять же, аналогия, вот я хочу завершить тоже, да, это вот движение «Солидарность» в Польше, да, которое, в общем-то, привело там к ее деятельность, в том числе, обусловила крах советской там администрации в Польше, да, вот она основывалась на простой истине: давайте друг другу помогать. То есть я вам помогу, вы мне. И не так, что журналисты выступают только за Голунова, а стендап-комики там за своего там комика, которому дали 10 суток административного ареста за шутку, да. То есть это, в общем-то, уровень средневековья, цехового мышления. Это правильно, это активная гражданская позиция. Но вот потенциал солидарности, он невысок в российском обществе. И я более скажу того, что в Белоруссии такую попытку попытались сделать, год назад.
давайте, значит, не покупаем у них сигареты, стараемся там, ну там много было на уровне бытового, то есть практик, то есть взаимовыручку, взаимопомощь и так далее, все это раздробили. А в России власть намного сильнее, чем в Беларуси. Угу. Так, ну вот плавно тогда и к выборам можно переходить. Получается, выборы не являются таким серьезным, скажем, драйвером для того, чтобы объединяться. Мы это уже с вами как бы констатировали, да? Но вот пример Тагира Вахитова, единственный кандидат из независимых, который смог, по крайней мере, предоставить большое количество подписей. Тут другой вопрос, что их не зарегистрировали, потому что там есть нарушения, которые он сам признает. Но можно ли его объем подписей считать успехом в тех реалиях, которые сейчас в России и в республике существуют, и что у него есть потенциал в будущем, как у политика? Да. Конечно, это большой успех. Вот. То есть вот там это понятно, что это большой успех. Потенциал у него, наверное, есть либо в формате сотрудничества с властями, на что он там не идет, да, либо при изменении конфигурации власти. То есть так или иначе она там, ну, наверное, поменяется в перспективе 5 или 10 лет. Вот. И тогда потенциал будет. Но, понимаете, вот после Конституции, я говорил, после поправок Конституции, политическая система меняется, и мы сейчас находимся вот в инерции этого процесса, когда, в общем-то, политическая система меняется все активнее, становится более такая репрессивная, жесткая и так далее. Ну вот, допустим, мы видим невысокие рейтинги партий власти. Но откуда им взяться? Они говорят о борщевом наборе, да, когда все понимают, люди, что в августе, в сентябре цены на продукты, ну, на овощи, фрукты, они снижаются. Ну, в силу сезонного фактора. Ну, то есть партия, с одной стороны, громадная, да, а занимается небольшими вопросами. То есть очевидно, что это, ну, избирателя не будет удовлетворять. И вот в этом контексте мы говорим, да, о том, что они не такие значительные. Есть административный ресурс, есть фальсификации, есть еще масса ресурсов, которые они задействуют. Например, одномандатные кандидаты, которых не устраивают, уже сейчас вот их снимают просто. То есть идет давление, и это не в Башкирии, это в масштабах страны. И, пожалуйста, от «Справедливой России», ЛДПР заявляют самоотвод. Но, наверное, у кандидата от ЛДПР нет особых оснований заявлять о самоотводе, кроме внутренних элитных договоренностей. Вот это все идет, и поэтому выборы будут, наверное, обеспечены, но я думаю, что акции протеста будут. Здесь же ключевой фактор становится, насколько диссиденты и, так скажем, коллективный Запад готовы влиять на этот процесс. Ага. Вот если от глобальных выборов к республиканским у нас, значит, пошли тенденции такие, что одна из партий системных, парламентских, я имею в виду «Справедливая Россия», начала, ну, скажем так, чуть активнее себя вести, чем до сих пор. Конкретно Гаджимурат Омаров довольно резкие пожелания, скажем так, высказывает, заявляет о реформе, чистке и о желании побороться очень серьезно. На ваш взгляд, это, в общем, конкретно вот политика одного человека, скажем так, обладающего ресурсом, или что-то другое? Нет, это уже интересно. И вот я хотел бы напомнить, что, в общем-то, в 2012-2013 году, 2014-2015 региональное отделение возглавлял Константин Шагимуратов, да, и, в общем-то, близкий к Хабирову человек. И «Справедливая Россия» оставалась таким вот плацдармом, который не охвачен, в общем-то, администрацией Хамитова и враждебен для нее. Ну, планомерно они там добились ее, так скажем, нейтрализации, замены там, и так далее. А сейчас, в общем-то, ситуация повторяется уже для Хабирова. Вот. Омаров хочет в Думу, а руководство республики не хочет, чтобы он туда попал. Вот. Ну, посмотрим, чем эта борьба обернется. В общем-то, у меня нет никаких симпатий к Омарову. Я считаю, что он недостаточно активно работал на Башкирию в период своего вот, думской работы, да, вот, он здесь чужой, вот, и недостаточно популярен, но если у него есть какие-то инструменты сформировать свой рейтинг, группу социальной поддержки, то пусть попробует, вот. А резкие заявления, ну, мы уже отвыкаем к таким резким заявлениям, да, хотя это нормальный элемент политической борьбы. Но если гайки будут закручиваться, в эфир будут попадать только резкие и нервозные заявления, потому что Так, Дмитрий, у нас есть проблемы все-таки со связью. Начиная с фразы «в эфир будут попадать только резкие заявления», дальше мы не слышали. Да, резкие заявления, а нормальная конкуренция, она, в общем-то, нейтрализуется. И это вот тенденция.
Ага, в целом. Ну, то есть, как бы, я так понимаю, не будучи человеком, симпатизирующим Омарову, вы, в принципе, приветствуете наличие такого персонажа и вообще конкурентной борьбы. Ну, наличие скорее конкурентной борьбы. Вот так вот, да. Без относительно там Омарова как-то. Смотрите, я вот что хочу понять. То есть вот здесь конкуренция, но она... Да. По поводу недопуска всякого рода, скажем, независимых или относительно независимых кандидатов на выборах в Госдуму и на выборах в муниципалитеты. У нас, вот, скажем, если раньше с конкурентами власть боролась на уровне, может быть, подтасовок в день голосования, с помощью там черного пиара, например, то сейчас людей не регистрируют уже на подступах, в общем, бракуют подписи по совершенно надуманным и абсурдным основаниям, которые вот очевидны. Почему вот настолько, скажем так, ужесточается система и совершенно не готова даже попытаться поконкурировать, скажем так, с кем-то? Если вы меня, конечно, слышите. Так, к сожалению, вот проблемы со связью, которые у нас возникли, усугубились, судя по всему. Я напомню, что в прямом эфире «Эхо Москвы» в Уфе программа «Персонально ваш». Я плохо слышу, но я понял. Так, ну, Дмитрий, одну секундочку. Мы не слышим, какие-то обрывки поступают. Надо бы... Да. Да, Дмитрий, говорите. Угу. Нет, к сожалению, связи у нас нет в таком виде. Я не знаю, слышите? Обрывки. Да, я попробую ответить. На мой взгляд, в общем-то, это достаточно прагматичная тактика, которая... Не получается. Нам, наверное, стоит перенабрать, скорее всего, вас дополнительно. Может быть, у нас связь возобновится. Если что, продолжим эфир уже после новостей, видимо, с помощью телефонной связи. А пока я попробую перенабрать Дмитрия Михаличенко. Я напомню, что у нас прямой эфир, поэтому всякие, значит, нюансы могут происходить. Значит, и прямая трансляция в Ютубе, конечно, продолжается. Вы можете нам продолжать писать и общаться между собой. Правда, к сожалению, комментировать в данные секунды нечего, поскольку у нас не получается возобновить связь с нашим собеседником Дмитрием Михаличенко, который на прямой видеосвязи. Так, друзья, сейчас будем пытаться... Так, удалить. Извините за тишину в эфире, но мы пытаемся восстановить связь. Да, Руслан, я на связи. Ага, очень хорошо, очень хорошо. Вижу, слышу. Итак, если можно, на вопрос последний мой можно заново ответить. Да, ну, соответственно, просто власть приходит к прагматичной тактике, мы не пускаем и все. Уже поняли, что если допустить и попытаться победить, то это сложно и запускает инерцию ненужных процессов. Тем более рейтинг власти низкий, и, в общем-то, общество готово голосовать даже за ноунеймов и альтернативных кандидатов, которых они толком не знают, но которые будут говорить, что они против власти. Вот в этом суть. Угу. Ну, а вот есть ли смысл борьбы отдельно взятых персонажей, которые пока, вот, по крайней мере, в Уфе пытаются жаловаться там в городскую комиссию избирательную, в центральную избирательную, в суды идут, и некоторые заявляют, что дойдут и до Конституционного суда, может быть, или даже и до Европейского. Какой в этом смысл, если он есть, конечно, вообще? Ну, они пытаются расшатать, так скажем, эту конструкцию власти. Но Хабирова мы знаем, что он, в общем-то, большой мастер проводить выборы, и мы знаем примерно, как он это проводит. Поэтому, в общем-то, я думаю, что сейчас такая ситуация вот с такими жалобами, с такими активистами, она во многих регионах есть, но они остаются в меньшинстве, потому что общество апатично и безразлично воспринимает вот эту ситуацию. То есть большой группы поддержки нет. Есть скрытые симпатизанты, но люди не готовы выходить из своей вот зоны, так скажем, бытовой жизни своей, когда они занимаются семьей, проблемами своих детей и так далее и тому подобное. То есть
у нас общество становится аполитичным, я его называю от слова идиот, идиотизация. То есть идиот в античном понимании – это человек, который не занимался политикой. Это оскорбительный термин позднее стал, да, скажем. Тогда я просто считал, что глупо, если ты не занимаешься управлением своим полисом демократическим. То есть обратный тренд политизации уже, наоборот, не начался все еще? То есть люди не стали постепенно понимать, что все-таки политикой стоит интересоваться? Нет, все наоборот, но это переходит в скрытое и спящее состояние, и потенциал политизации может возникнуть по-любому, в том числе, допустим, и экологическому поводу. Но это уже будет протестная, взрывная политизация. В целом общество аполитично, и это только усиливается. Дмитрий, у нас перерыв на новости, скоро продолжим. Оставайтесь на Эхе. «13:30 в Москве. Здравствуйте, в студии Константин Мирошников на Эхе Новости. Следователи начали проверку по факту крушения военно-транспортного самолета в Подмосковье. Как рассказали агентству ТАСС в ведомстве, сотрудники уже выехали на место катастрофы. Единственный опытный экземпляр самолета Ил-112В разбился в подмосковной Кубинке. По предварительным данным, все 3 человека на борту, и среди них летчик-испытатель, герой России Николай Куимов, погибли. Судя по видеозаписи, сделанной очевидцами, крушению предшествовал пожар в правом двигателе. Среди версий рассматривают техническую неисправность и ошибку пилотирования. Талибы объявили о временной приостановке вылетов всех рейсов из аэропорта Кабула. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia. В то же время, по данным прессы, рядом с воздушной гаванью сейчас снова слышны выстрелы. Якобы таким образом пытаются разогнать толпу. После того, как на днях талибы заняли афганскую столицу, аэропорт Кабула остался единственным способом покинуть страну. Это спровоцировало хаос и беспорядки, жертвами которых стали несколько человек. Добавлю, движение «Талибан» признано на территории России террористическим и запрещено. Россия и Европа ведут предметный диалог о взаимном признании сертификатов вакцинации. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, в ЕС демонстрирует политическую волю к решению этого вопроса. Глава внешнеполитического ведомства заметил, что эта тема не теряет актуальности. В качестве примера он назвал перевозчиков, которые за границей посещают места общественного пользования, поликлиники, рестораны и кафе. Пока ни одна из 4 российских вакцин не получила одобрения Евросоюза. Проверку Всемирной организации здравоохранения проходит препарат «Спутник». Больше 40% россиян назвали путч 1991 года трагическим событием. Это исторический максимум, пишет издание «Медуза» со ссылкой на Левада-центр. Оба признаны в России иностранными агентами. Ничего не знает о путче четверть опрошенных. Среди них в основном молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. 2/3 от общего числа респондентов, знающих о событиях 1991 года, считают, что в то время не были правы ни члены ГКЧП, ни Борис Ельцин с демократами. Это также максимальный показатель за все время наблюдений, отмечают исследователи. В Москве задержали кассира Сбербанка, пытавшегося бежать с 12 миллионами рублей. По информации источника агентства РИА Новости, злоумышленник похитил пакеты с деньгами из отделения на Волгоградском проспекте. По данным телеграм-канала 112, сотрудники службы безопасности нашли в туалете 2 пустых сейф-пакета и после этого позвонили в полицию. Кассира задержали в аэропорту Внуково. Он признался в краже денег. Сейчас заведено уголовное дело о присвоении или растрате. Плюс 30 градусов сейчас в Москве, давление 748 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 50%. Завтра днем, по прогнозам синоптиков, в городе ожидается плюс 27-29 градусов, облачно с прояснениями, местами небольшой дождь и гроза. Константин Мирошников, служба информации, Эхо Москвы. Внимание! 20 августа во всех аптеках Фармленд скидка 20% на весь нелекарственный ассортимент и БАДы. Запомните, аптеки Фармленд. 20 августа скидка 20%. Фармленд, что надо. Подробности акции в аптеках Фармленд. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Биологически активные добавки не являются лекарственным средством. Приемная комиссия Башкирского кооперативного института, Российского университета кооперации и Башкирского кооперативного техникума продолжает прием документов на 2021-2022 учебный год. Мы находимся по адресу: город Уфа, улица Ленина, дом 26. Телефон 274 52 36. 274 52 36. В эту среду
после 13 часов. Слушайте программу «Защита Буркина». Все о нестандартных методах и секретах защиты в сложных делах. Ведущий эфира – юрист Виталий Буркин. 18 августа вместе с гостем студии «Эхо Москвы» в Уфе, руководителем отдела продаж компании «Финам» Светланой Курбангуловой обсудим индивидуальные инвестиционные счета и один из вариантов готового портфеля на ИИС. Слушайте эфир в среду в 8:45. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе 216 35 99. «Эхо Москвы» в Уфе и представительство Всемирного конгресса татар в Башкортостане представляют рубрику «Говорим по-татарски». Руководство. Жетекшілік. Новое руководство. Яңа жетекшілік. Новое руководство. Яңа жетекшілік. Новое руководство «Справедливой России» обвинило прежнее в продвижении интересов «Единой России». Гадел Русиянең яңа жетекшілігі элеккесен бердәм Русия мәнфәгатьләрен алга сөрүдә гаепләде. Новое руководство «Справедливой России» обвинило прежнее в продвижении интересов «Единой России». Гадел Русиянең яңа жетекшілігі элеккесен бердәм Русия мәнфәгатьләрен алга сөрүдә гаепләде. «Эхо Москвы» в Уфе и представительство Всемирного конгресса татар в Башкортостане представляют рубрику «Говорим по-татарски». Персонально ваш. На «Эхе Москвы» в Уфе продолжается программа «Персонально ваш». Также у нас продолжается трансляция в YouTube-канале «Эхо Москвы» в Уфе. Работают телефон, WhatsApp и, Telegram по номеру +7 927 304 1051. Политолог Дмитрий Михаличенко на прямой телефонной связи с нашей студией. Надеюсь, вторая часть эфира пройдет в этом смысле без сбоев. Знаете, хотелось бы еще итоги недавних событий подвести, или, может быть, промежуточные итоги. Владимир Путин побывал в Челябинской области и в Башкирии в течение нескольких часов, приехал открывать завод частный, австрийский, на 240 рабочих мест, и встретился с Радием Хабировым. На ваш взгляд, это важное событие, вот этой встречи губернаторов в нынешних коронавирусных условиях, когда им приходится в карантине отсиживать, они насколько вообще показательны там, с точки зрения расположения первого лица к региону? Ну, я бы не стал так ставить вопрос. Вообще, президент встречается с многими губернаторами, но в регионы ездит редко. Очевидно, здесь была повестка, это пожары лесные. Выбрали Южный Урал, Челябинскую область и Башкирию. Вот. Ну и параллельно, в общем-то, дали сигнал инвесторам. Все-таки инвестиций зарубежных становится мало. Если так будет дело продолжаться, то они вообще начнут носить штучный характер, как в советское время там. Ну, вот Пепси-кола была там, да, некоторые заводы, там, Фиат, там, это ВАЗ строили и так далее. То есть, а в целом-то инвестиционный климат деградирует стремительно, там, скажем, да. Вот, и тут, видимо, решили подать вот такой сигнал. С точки зрения, там, Хабирова, это, безусловно, хорошо. После встречи, в общем-то, у меня там тоже есть определенный, скажем, инсайт. После встречи были все очень довольны, рады, вот. То, что, вот, интересная тема, да, это то, что в общем-то, подняли некоторые, скажем, медийные персоны, да, по поводу того, что вопросы там Путину задавали люди с администрацией. Ну, вы понимаете, это ни для кого никогда уже не новость. Все эти вещи протокольно согласовываются с там, скажем, наверху. Вот. Ну, то есть, какая разница, кто задает вопрос, если все равно этот вопрос заранее написан? Это может быть хоть дворник соседнего двора, так ведь? Если он все равно спросит то, что заранее предложили ему. Нет, я бы сказал, что это важно. Я бы сказал, что очень важно, что руководитель страны общается с живыми людьми. Но этого, как бы, вот очень много информации из регионов, что происходит не так. Вот. Поэтому я на этих встречах не бываю, слава богу, а достоверно сказать не могу, но там говорить о том, что Хабиров какую-то там показуху устроил и изменил политическую культуру, там нет.
То есть губернаторы не такие глупые люди, они все делают по согласованию. Поэтому нормально. Ну, плюс они потом там сказали, что вот некоторые эти высшие сотрудники администрации Абзелиловского района перешли уже на работу в этот завод, да, и так далее и тому подобное. Но в целом, конечно, волна определенная пошла, и там на федеральном уровне это было в ряде СМИ, я видел, в общем-то. Да, интересно в целом про это наблюдать. Но с точки зрения активности, скажем так, федеральной власти сейчас более субъектен, это Мишустин. Вот он постоянно по регионам ездит. Ну, я, кстати, позволю себе добавить, поскольку я там был на этих событиях, и мне показалось, что как раз все вопросы там решает, значит, протоколы ФСО президентские, а не региональные власти, в том числе и по людям, которые будут присутствовать в том или ином месте, задавать или не задавать вопросы и так далее. Вот. Как вам, кстати, такая точка зрения? Да, я думаю, так и есть, потому что все мероприятия это проводят федеральные власти, там у них служат протоколы свои и так далее, то есть регионалы встраиваются в это. Ну, в целом, конечно, внимание такое было, как бы сказать, даже, вирусное, да? То есть прямо вот и журналисты много спрашивали, а что, собственно, спрашиваете? Ну вот что, приехал глава государства, архетип царя, да, такого солнца, да, вот, который сейчас решит все проблемы. Да нет этого. Вот. Для Хабирова эта встреча важна, он там получил поддержку определенную, формальную и неформальную в том числе. Вот. А в целом-то для курса развития страны особо это не влияет, я думаю. Да, понятно. Вот вы выше упомянули усиление позиции премьер-министра Мишустина. В этом смысле хотелось бы параллели провести по поводу нашего премьер-министра. В данном случае он с Путиным не встречался, был среди, скажем так, прочей свиты, так это назовем. Вот. Но некоторые наблюдатели здесь утверждают, что его позиции постепенно усиливаются все больше и больше. Ну да, вот не хотелось бы говорить, что это свита, да, именно что все-таки управленческая часть руководства республики, да, но позиции Назарова, безусловно, усиливаются. В общем-то, уход Сидякина, да, и уход уже состоявшегося Баширова, вот, и Мурзагулов, ему вряд ли были такими стратегическими союзниками, партнерами, вот. А он, соответственно, укрепляется, безусловно, номер 2 в иерархии, вот, номер 3 сейчас, пока Сидякин, наверное, да, с его уходом это будет отсутствовать, по сути, потому что будут все остальные, вот. Но Назаров ведет экономику, и мы видим, что его медийность увеличилась, в общем-то, он решает эти вопросы, принимает часть критики на себя, на самом деле это тоже, потому что по экономике же тоже есть вопросы, вот, и двигает повестку развития. В этом плане, то, что предприниматель опыт предпринимательства имеет там и руководит республикой, я думаю, что это нормальная тема, потому что он знает, по крайней мере, проблемы инвесторов и там как привлечь деньги. Вот, при том, что я там, в общем-то, сторонник власти там Хамитова, да, я ее поддерживал долгие годы, но критика моя среди вот каких пунктов была в том числе то, что деньги не тратят на инфраструктурное развитие. Вот. И там Марданов предпочитал более консервативную позицию. Но там это не говорит о том, что одна политика правильная, другая неправильная. Тут вопрос в исполнении, насколько это качественно будет все сделано. А так при определенных раскладах и в одном формате есть плюс, и в другом. Потому что сейчас долгов много, да, но есть повестка развития. Тогда долгов было мало, но, в общем-то, деньги сберегались. Поэтому то же самое на уровне федерального центра. Кто главные бенефициары раскупорки Фонда национального благосостояния? Очевидно, это короли госзаказа, так называемые, которые получают основные ресурсы. Вот. А Силуанов, допустим, или там Набиуллина, их же позиция инвестировать деньги там в иностранные фонды и получать там дивиденды, вот, критикуют, что с этого мало очень страна получала. Это все идет борьба элит за ресурсы. Так, по поводу возможного ухода Александра Сидякина, вот как вы думаете, из тех, кто находится в ближайшем окружении Радия Хабирова, есть человек, который больше всего подходит на должность руководителя администрации? Кого бы вы хотели видеть, возможно, на этой позиции, начиная с осени? Да нет, я бы никого не хотел. Вот, я думаю, что человек такой найдется. Хабиров, в общем-то, умеет с кадрами работать, и команду преданных себе людей он умеет формировать. Иногда он слишком много доверяет, как в случае там Мурзагулова, да, вот, и получает негатив.
Но вот те же отставки, которые случились, вот, допустим, например, тот же Баширов. Вот, Баширов доверие не потерял. При том, что я достаточно, я считаю, объективно оцениваю, что у него есть уровень профессионализма, вот, но мне очень не нравится, что сейчас происходит в Салавате Юлаеве, вот, но это отдельная тема для разговора. Вот, то есть он не утерял своей поддержки. Я не думаю, что это будет Баширов, вот, но и там есть много людей, которые могут сыграть. И там многие говорят о темных лошадках, да, ну вот Муратов, например, тот же, да, тоже достаточно доверенное лицо Хабирова, но вряд ли он будет назначен. А вот так, наверное, базовый сценарий, там кто-то говорит, там темную лошадку готовят, да, как Греков, который там вынырнул из, в общем-то, неизвестности и стал мэром Уфы, ну, главой администрации. Так и здесь такой вариант может быть. Либо это круг вот тех людей, которые работают в администрации, ну, Бадранова там называют, и значит, Кельсинбаева. Ну, посмотрим. В принципе, для меня это, я не считаю, что это такой ключевой вопрос. Посмотрим, как будет ли новый глава администрации, ну, в случае, если Сидякин уйдет, двигать повестку. Конечно, эта должность, она там одна из ключевых. Угу. Ну, раз уж вы упоминаете Баширова и Салават Юлаев, тем более, что поскольку Салават Юлаев у нас больше, чем просто спорт в республике, что вы имели в виду, говоря о том, что там что-то происходит не то? Ну, они не обсудили, соответственно, никаких своих планов, просто навязывают повестку непопулярных решений, подписывают ветеранов, отправляют местных воспитанников. Вот, ветераны в нынешних условиях в нашей стране, они не будут играть эффективно. Понимаете, вот, Руслан, тут же мы не говорим же, у нас общество и болезни общества, они подвержены так или иначе все. Вот мы на флаг поставили врачей, а потом там много обсуждений, то, что коррупции там, да. Вот хоккеисты, люди, ветераны, давно уже привыкшие жить в этих условиях, там, да, как понимают и говорят, что от них ждут болельщики. И говорят, мы вот за Кубок Гагарина, но этих людей, от них избавляются другие клубы. И без, так скажем, с такими стариками, ну, в общем-то, амбициозные задачи решать не получится. А с молодежью, с привлечением молодежи работа не идет. Любой вам там, будь то Курносов или там Чижов, отговорится, скажет, что я с вами не согласен, и вот у нас очень талантливая молодежь подрастает и так далее. Но опросы же среди болельщиков, они показывают, что люди хотят, чтобы были перспективные игроки, чтобы ставились амбициозные задачи, была более открытая политика, качественная, в данном случае качественная информационная политика. А так посмотреть бюджет Салавата вот такой вот, а посмотреть просто, что происходит в инстаграмах европейских клубов, насколько они на голову вперед ушли. Я не говорю про Акбарс, да, вот, хотя с меньшим бюджетом все это делают. Поэтому Салават Юлаев это такой вот, в общем-то, разочаровывающий проект, в котором вот сборище, там, скажем, ну, набирают ветеранов, которые вряд ли его усилят. А про молодежный и там юниорский хоккей я и вовсе не говорю. Поэтому вот при всей моей критике там Мурзагулову и там, да, его местным руководством ФК Уфа, вот, ну, там есть Шамиль Газинов, который безусловный мастер. Так вот, я хочу сказать, что там менеджмент и работа поставлена намного лучше. Она работает на перспективу, на то, чтобы выйти на какую-то самоокупаемость. И они, худо-бедно, они там выжили в условиях практически недофинансирования полного, да, а сейчас у них очень сложная ситуация, но вот претензий, там, скажем, к методам руководства или к стратегии клуба у меня нет никаких. А Салават Юлаев, ну, превращается вот в такого, пройдет еще пару лет, и мы поймем, что вот эти все легионеры, которые мы там восхищаемся, они уедут, вместо них, ну, приедут еще слабее, и команда будет середнячком. Угу. Ну, тут единственное, наверное, я вот как реплику, что ли, или вопрос. Может быть, еще мало времени прошло, как Ринат Баширов непосредственно возглавил. Может быть, что-то изменится? Понимание есть этих проблем? Он же все эти годы, Руслан, командовал этой командой. Ну, по остаточному принципу. Как говорится, много обязанностей было, а тут теперь вроде как времени будет много. Ну вот они там сидят в кабинетах и решают, кто для клуба лучше. Вот это руководство у них. Ну, посмотрим. То есть, а все-таки нужно, чтобы, наверное, занимались профессионалы, которые с агентами подбирали игроков перспективных, которые могут выстрелить и строили команду на костяк на будущее. А здесь, получается, 30-летние там и старше, 35 лет, от которых Магнитогорск отказывается, которые Акбарсу не нужны. Вот. Это все не очень хорошо. Угу.
Так, по поводу того, что в уфимском, скажем так, хозяйстве происходит, вот по Сергею Грекову уже больше полугода он работает. На ваш взгляд, стал ли он субъектным, стал ли он успешным или неуспешным? Можно ли уже как-то охарактеризовать его деятельность на посту градоначальника? Ну, можно, да, но вот я скажу, что он не конфликтный, вот, достаточно такой умеет встраиваться в конфигурацию власти. Амбиций у него самостоятельной политической деятельности, наверное, нет, но, в общем-то, для Хабирова он достаточно удобен и нормальный. С обществом он демонстрирует готовность коммуницировать, но вот эта вот политика, которая есть и в городе, и много проблем, вот, в общем-то, она, конечно, заставляет его принимать критику на себя. И то, что Хабиров его критикует, в общем-то, это понятно. Хабиров будет всех критиковать, наверное, кроме там Назарова, да, из республиканской власти. Но у него такая работа. Да и Назарову он может какие-то пожелания публично высказать. Вот. Поэтому, я думаю, что нормально он воспринимается, он излишнего раздражения не вызывает. Вот. Так же, как и Мустафин, в общем-то, хотя там, если Мустафина сравнивать с Елаловым, конечно, Елалов был намного сильнее, понятно, да? А как вам, кстати, медийная активность Ирика Елалова? По крайней мере, вот он в соцсети стал активно вести. Вот сегодня пишет, что надо экономить, в том числе выключая из сети зарядные устройства, потому что, в общем, трудные времена, нужно экономить. Как вам вот это все? С точки зрения там его детального знания проблем ЖКХ и, в общем-то, так скажем, вот этих всех вопросов, да, домохозяйств, введения, тут сомнений никаких нет, он, безусловно, профессионал, его активность, она, в общем-то, достаточно такая вот, в фоново поддерживающем режиме. Нельзя сказать, что он пытается навязать свое мнение, потому что, в общем-то, против Хабирова он идти не собирается. Вот те договоренности, которые между ними есть, в общем-то, это... нельзя, на мой взгляд, его назвать членом команды Хабирова. Но в то же время Хабиров с ним считается, а он, так скажем, за буйки не заплывает. И ведет себя достаточно там нормально. Вот. При этом многие, вот если я общаюсь с экспертами о Башкирии в последнее время, не так много внимания уделяю, но многие говорят, что у Елалова какие-то амбиции еще остаются. Вот. Но я думаю, что он доволен абсолютно своей работой, которая у него сейчас есть, и своим положением. А соцсети вести им, в общем-то, и по статусу положено. Это не говорит о том, что он пытается там составить какую-то конкуренцию. Вот. По крайней мере, просто я могу сказать так, что политическую карьеру свою Ирик Елалов еще не завершил. Вот я думаю, вот это будет самая корректная формулировка. Да, то есть я знаю, что там, в общем-то, многие элиты болезненно воспринимают вот эти все реплики и все, но в данном случае тут есть объективная констатация, вот, и против нее, наверное, не стоит идти. А там, где они просто не согласны, у меня тоже есть свое мнение, его можно выражать, и, наверное, это в нашей стране разрешено. Я могу сказать так, что мы можем ждать усиления цензуры, так скажем, да, после думских выборов, но это будет касаться прежде всего федеральных игроков, крупнейших, то есть там президент страны, Мишустин, вот, и общая линия. А регионалы, они, в общем-то, всегда будут, по крайней мере, в осязаемой перспективе будут доступны для критики. И им нужно это понимать и с этим жить. Но искусство политики заключается в умении адекватно реагировать на критику, отвечать, а не пытаться все забетонировать. Как, в общем-то, одна формулировка мне очень понравилась, это не моя, но я ее произнесу. Для тех, у кого есть только молоток, любая проблема кажется гвоздем. И то есть они хотят ее забетонировать, заставить замолчать и так далее. То есть это не работает, поэтому нужно жить в условиях конкурентной политической жизни, даже несмотря на то, что конкуренция политическая, она сужается, никогда она полностью не исчезнет. Ну что ж, будем надеяться. Все-таки вот про команду. Вы упомянули, что Елалов все-таки не член команды Хабирова. А правильно ли я понимаю, что те депутаты Госдумы, которые идут на новый срок, но пришли еще раньше, при Хамитове, они в итоге становятся членами команды Хабирова? Байгускаров, там, Шейхутдинов, Марданшин, Качкаев. Вот такие люди. Смотрите, там разные люди. То есть Байгускаров, наверное, да. Шейхутдинов, он, и, в общем-то, и не был никогда членом команды Хамитова, и Хабирова — это самостоятельная фигура, в общем-то, федерального масштаба, тоже к республике имеет очень опосредованное отношение. Качкаев, Марданов, да, потому что, наверное, они доказали свою полезность как депутаты Госдумы. Я, в общем-то, критично настроен ко всей Единой России, в общем-то, я не поддерживаю категорически, но я могу сказать, что
Вот эти два депутата, они, по крайней мере, профессионалы, вот, они могут работать на благо республики, да, так скажем. Ну, а Искулова, наверное, да, Руслан, еще тоже можно добавить. Она, в общем-то, была в команде Хамитова, но сейчас, да, то есть ее положение таково, что она, в общем-то, доказала свою полезность и, наверное, агрегируется. То есть там же, мы говорим, что, в общем-то, вот водораздел серьезный прошел, но элиты не так сильно поменялись, не так сильно. Когда случилось 18-й год в октябре, да, Хамитов ушел, вот, там, несколько человек отвалилось, тот же куратор внутренней политики Михайлов, да, вот, у меня просто тогда уже проекты были в других регионах, и я как-то, не посчитал нужным взаимодействовать с этими республиканской власти. А многие-то остались, пытались зацепиться, тоже, вот, допустим, пресс-секретарь там был Хамитова и Гафаров. Да. Он всячески старался в поездках, там, Хабировым, привлечь его внимание, в общем-то, и он достиг своей цели, он вице-премьером, да, по-моему, был. Вот, был. Так, где сейчас он. Да. То есть вот такие вещи. Они цепляются за свои позиции, в общем-то, им это важно было. Вот. Но при этом вспомним, опять же, 18-й год, там Хабиров пришел на первое заседание правительства и сказал, что там со здравоохранением все плохо, да, и лучше бы министр пошел преподавать. Ну и Марданов после этого характерно сказал, поняли там, да, вот это было тоже... Нет, он так не сказал, по-моему, но это мне рассказывали. В общем, я хочу так сказать, что после этого вице-премьеры многие ушли в отставку. Да. Ну, понятно, да. Часть элит, она все-таки остается и так или иначе, можно сказать, консолидирована. Буквально коротко, полминуты до конца. Считаете ли вы, что на ближайшие выборы нужно все-таки людям проявить какую-то активность, как бы не считалось это невозможным? Наблюдать, голосовать и так далее? Скорее, да. В Москве, по крайней мере, я пойду голосовать, потому что я понимаю, что здесь все гораздо сложнее. Ну и несмотря ни на что, я, наверное, проголосую за Яблоко, которое, в общем-то, очень изменилось и совершенно не то, но хотя бы я все-таки, наверное, проголосую. Любопытно. А вот то, что с Яблоком в республике происходит, у нас кандидаты есть и одномандатники, и партийный список. Вот как вам? Категорическое неприятие. Я это давал, в общем-то, Артуру Асафьеву комментарий. Категорическое неприятие, это все симуляция процесса. Но, к сожалению, таковы реалии. Тут надо понимать, что реалии очень сложны. Ну а за кого голосовать либерально настроенной аудитории тогда? Башкирии? Я не знаю. Я не знаю, я даже не знаю. Там, в общем-то, нет хороших кандидатов. Там нет хороших кандидатов, к сожалению. Ну что ж, констатируя этот факт, мы, прерываемся, точнее, уходим из эфира. Это был политолог Дмитрий Михаличенко. У микрофона работал Руслан Валиев. До свидания, оставайтесь на Эхе. Никакого секрета.